Храним традиции и разрушаем стереотипы. Сегодня под таким девизом журналисты радио НТРК Ингушетия провели очередной радиомост, теперь с Крымом. Совместный эфир выдался насыщенным и увлекательным. Коллеги утверждают, что намерены захватить этот мир музыкой и общением. Ну а это главное оружие современной молодежи. Лейла Гайсанова продолжит. Идет включение. Нам сразу говорит включение? Нет, с кем? они должны, радио Крым нет. Это мы сделаем маленькую интригу. Главный редактор радио Ингушетия Ахмед Медов дает ведущим последние наставления перед прямым эфиром. Сегодня у радищиков ответственный день. Первый радиомост с Республикой Крым. Такого в истории Северного Кавказа еще не было. Ведущие программы Триджигита еще несколько минут интригуют слушателей, не говоря, с каким именно регионом будет установлена связь. Но вот контакт есть, и можно начинать. Друзья, у нас первый радиомост с Крымом. Дай бог памяти, мы первые в России, кто это сделал. И я уже молчу про Кавказ. Ассаламу алейкум и доброго дня вам, друзья, как вы нас слышите? Радио Крым – это региональная государственная радиосеть. Она вещает 24 часа в сутки, и слушателей с каждым днем становится все больше. Крымские радищики говорят, пришли в этот мир, чтобы захватить его с помощью музыки и общения. Договориться о совместном эфире с этими позитивными людьми было нетрудно. В эфире мы установили радиомост, вот такой небольшой, пробу первую с радио Ингушетия. Друзья, уважаемые крымчане и гости Крыма. Сегодня многие стали свидетелями радиомоста, первого в истории не только Северного Кавказа, но, я так понимаю, в истории современной России. Это первый радиомост с Республикой Крым. То есть вещание происходит, это не просто радиомост, это радиомост и совместное вещание. То есть на два региона и ведущие обеих республик, скажем так, обеих радиостанций. Во время эфира в программу дозвонились коллеги-журналисты из Карачаево-Черкесии и поздравили радио Ингушетия с очередным радиомостом. Напомню, что именно с Карачаево-Черкесской радиостанцией наши Триджигита и Горянка провели первый совместный эфир. Как и тогда, сегодня журналисты двух регионов рассказали друг другу и слушателям о традициях, обычаях своих республик. Кстати, именно это является девизом нашего радио. Храним традиции, разрушаем стереотипы. И ребята со своей задачей отлично справились. Наша задача была рассказать о себе, дать понять, какие мы люди, чтобы у них нет стереотипа об ингушах, мы должны его построить. Нам очень сильно понравилось, что они поняли нашу культуру. Приятно создавать, что мы первые, и прошел он, в принципе, хорошо. С первых минут мы начали понимать друг друга, как говорится, поймали волну, и все пошло как по маслу. Все это стало возможным благодаря современному оборудованию, которое позволяет радиостанции Ингушетия вести программу одновременно на нескольких волнах. Действительно, радиостанция Ингушетия, она полностью соответствует мировым стандартам радиовещания. И когда такая возможность есть, скажем так, грех ее не использовать. Пока из 85 регионов России ингушские радиожурналисты установили связь только с двумя республиками. Но это только начало. В какой субъект России они перекинут следующий радиомост, пока остается маленькой журналистской тайной. Лейла Гайсанова, Сулумбек Аздоев, Новости 24.